Всем привет! С вами SIP Tom, и я хочу показать, как можно вести прямые эфиры на Facebook. У каждого в профиле есть такая пиктограммка, которая называется прямой эфир. Идем туда, жмем на эту кнопку. Открывается следующая страница. И тут нужно произвести кое-какие настройки. Ну, допустим, у меня сейчас веб-камера, да, использовать камеру. И вы сразу видите вправо внизу трейда. Веб-камера мы выбираем в настройках. Вот Full HD у меня. И следующее, куда записывать аудио, можно выбрать микрофон из веб-камеры, но лучше писать на другой микрофон, который напрямую подключен к компьютеру. Ну вот в данном случае у меня вот здесь, да, ближе к источнику аудио, скажем, звука, ну, к рту. Выбираем микрофон, и тут сразу появляется сигнал того, что микрофон работает. Ну, волны появляются, видите. Дальше в левой части надо будет, если вы хотите сразу вести прямой эфир, тут же, да, я выбираю поделиться в хронике этим материалом. И тут выбираю, конечно, пока только для себя, кто может видеть публикацию. Конечно, вы сами будете выбирать, кому отправить это видео. Я выбираю только для себя, потому что я пока пишу такой обучающий урок. Здесь пишем название видео, тестовое видео, допустим, да, и прописываете описание. Я пишу, допустим, это обучающий материал. Вот. И жмем на кнопку «Выйти в эфир». Когда нажимаете на кнопку, справа идет обратный отсчет 3, 2, 1. Вы лучше говорите где-то после 2 секунд сразу. После обратного отсчета. Видите, вот слева запускается еще, загружается одна возможность, где высветится сейчас вот сигнал, который будет говорить о том, что вот начался прямой эфир. Но на самом деле он запаздывает, а лучше начать прямой эфир после 2 секунд, примерно после того, как прошел обратный отсчет. Но я долго записывать не буду это видео. Так, завершаем прямой эфир на Facebook. И жмем кнопку «Завершить». Так, после завершения появляется окно, где вы можете просмотреть публикацию, посмотреть публикацию. Да. Жмите сюда. Говорите где-то после 2 секунд и проверяйте, да, видео работает. В данном случае у меня корректно звук записан и само видео. Далее вправо сверху, вот напротив профиля здесь 3 точки есть, на него нажимаете, и тут есть раздел «Сохранить видео». Можете, конечно, удалить, скачать видео, скопировать, ну и так далее. Я сохраняю видео, потому что он будет рассчитан для друзей из Facebook. И ваше сохраненное видео вот добавлено в сохраненное видео. Вот ссылка появляется слева, снизу, да, жмем на это видео. И вот этот обучающий материал, он тут есть. Вот в разделе сохраненных видео. Так, давайте я открою другое окно и проверю. У себя в профиле. В профиле, вот под профилем есть кнопка «Еще», и идем в раздел «Видео». Вот в разделе «Видео» появляется вот этот материал, который только что записали, и его можно будет подредактировать. Удалить видео, скачать в стандартном материале, или когда на него нажимаете, то тут можно будет доработать, редактировать видео. Когда вы нажимаете на редактировать видео, то тут можно будет добавить описание, в общем, где что было описание, субтитры, встраивание, ну, в общем, сделать дополнительные настройки и нажать на кнопку «Сохранить». Это поможет для лучшего поиска, думаю, поисковикам, чтобы они вот находили вас в интернете конкретно вот на Facebook, на вашей странице. Ну, вот таким образом ведется прямой эфир через пиктограмму прямой эфир. Где искать это видео, я уже проговорил в вашем профиле через «Еще» и жмите
кнопку видео. Если хотите удалить, нажимаете на видео и опять идете вправо сверху, 3 точки, здесь удаляем это видео. Но в данном случае оно мне не нужно, поэтому я его сейчас удаляю с общей коллекции. Ну и вот таким образом ведется прямой эфир на Facebook. Спасибо за внимание. С вами был Сибдейтон. Подписывайтесь на канал.